Ровно 80 лет назад, 7 ноября, в честь 20-летия Октябрьской революции, в столице республики запустили якутскую центральную электростанцию, сегодняшний ТЭЦ. Как говорят эксперты, это весьма символично. Первая тепловая станция на вечной мерзлоте действительно стала революционной. Сегодня главная задача ТЭЦ – это тепло в домах каждого горожанина. Репортаж Айны Винокуровой. Угольная станция на вечной мерзлоте – это реально? Именно такие вопросы задавали мировые эксперты при строительстве первой электростанции в Якутске. С тех пор прошло 80 лет. На энергообъекте сменилось не одно поколение специалистов и оборудования. Агрегаты с угля переведены на газ и дистопливо. Но подход к делу остается неизменным. Именно дружный коллектив нужен, взаимопонимание, взаимовыручка, потому что от этого много зависит. Это север, и мы несем ответственность за тепло, за город. Сегодня станция вырабатывает электричество лишь в небольшом количестве. Главная задача ЕТЭЦ – тепло в домах жителей столицы. В зоне ответственности Егора Афанасьева и его коллег 368 километров труб и 4 котельных. Всем этим дирижируют с главного щита управления. Все понимаем, где мы находимся и что мы делаем. И делаем все для того, чтобы не было у нас отказов, отключений. Историю старейшего энергообъекта республики называют уникальной. На первом этапе якутская ТЭЦ занималась электрификацией города, а затем приступила к теплоснабжению. Новую страницу развития коллектив связывает с приемом мощности от ГРЭС-2. Этот сезон особенный. Я вот своим коллегам говорю, что не всем в жизни приходится запускать новые станции. И нам выпала такая честь, и мы к этому готовимся. Впереди самая ответственная пора – зима. От работы якутской теплоэнергоцентрали зависит жизнь более 150 тысяч человек. Айна Винокурова, Тимур Ширыжик, Вести.